Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас в студии присутствует мой, собственно, соведущий Антон Просекин. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Александр. Вот такая у нас сегодня будет, вот такой будет сегодня стрим, вот такой эфир. Мы будем вместе в московской студии говорить. И будем говорить мы сегодня о Калининграде, вообще о том, что происходит сейчас на Украине, как развиваются события, что будет дальше, как реагирует на это наша власть. Я прав, Антон? Да, я предлагаю представить наших гостей. Да. У нас сегодня два эксперта, которые любимы нашими зрителями и дают очень интересные, взвешенные и глубокие оценки. Сегодня с нами Михаил Николаевич Матвеев, депутат Государственной Думы от Самарской области. Здравствуйте, Михаил Николаевич. И Сергей Станиславович Бельцов, лидер движения «Левый фронт». Добрый день. Добрый день, друзья. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я хочу поделиться, наверное, начать с истории. Я сегодня прилетел в Москву. И у меня ощущение сегодня, что я взлетел в одной России и приземлился в другой. Потому что новости я с утра раннего не читал, вечером тоже глубоко поздно ночью не читал. А когда приземлились, уже в Иркутске был день. В Москве достаточно уже такое утро наступившее. И женщина, сзади меня сидевшая, начала через минуту после посадки звонить своей подруге. Говорит, ты что, новости не читала? Там такое происходит. В Белгороде бомбежки, сказала она. В общем, вот это ощущение какого-то фантастического фильма. Начал дальше потом читать новости, погружаться. И действительно, факт есть, ракеты были. А в центральных новостных каналах новостей еще не было. Вот у меня такое закралось ощущение какое-то тоже, как будто бы «Лебединое озеро» в телеграм-каналах. Вот, поэтому было у нас ощущение, что тема Калининграда, она как-то вот сейчас, может быть, мы с регионом не угадали, когда называли тему, а будет ли битва за Калининград. А с другой стороны, а какой сейчас регион не под ударом? Вот эту тему мы предлагаем обсудить, и все-таки очень хочется узнать мнение наших экспертов по тому, что происходит в Белгороде. Вот реально, то есть мы обсуждали с Александром, возможно, это такой порядок действий у украинской стороны, когда они мстят за какие-то крупные достижения российской армии, или, как говорят у нас, союзных войск. Сегодня новость, что взяли Лисичанск. И то же самое было, когда взяли другой городок. Сейчас я просто могу ошибиться, не помню название его. И тогда бомбили Донецк. Очень были серьезные обстрелы Донецка. Но все-таки Донецк – это ДНР, а Белгород – это уже Россия. Вот. Опять же, есть информация о том, что наши отработали по Харькову. Ну, естественно, что по якобы каким-то точкам принятия решений, понятно, что наши не бьют по мирным жителям. Вот. Но ответка там есть. Но в любом случае мы видим прекрасно, что это не просто спецоперация, это война. И на мой взгляд, нужно просто вводить чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию в, допустим, той же самой Белгородской области. Вообще, по закону, насколько я понимаю, бомбардировки российских городов – это прямое юридическое основание для того, чтобы ввести военное положение в стране. То есть закон об этом прямо предусматривает. Михаил Николаевич, как вы думаете, то есть введут у нас военное положение, будут это рассматривать как серьезный такой довод для того, чтобы что-то менять, или как бы останется в рамках какой-то чрезвычайной ситуации регионального характера? Ну, прежде всего я хочу сказать, что вряд ли я могу считаться экспертом, да, и вообще то, что происходит сейчас в новейшей истории нашей страны, я имею в виду Российской Федерации, не Советского Союза, это ситуация достаточно, ну, ее не с чем сравнивать, да, не с чем сравнивать, поэтому меня удивляет самонадеянность многих моих коллег из Государственной Думы, которые делают такие заявления, как будто они являются верховным главнокомандующим или посвящены в какие-то детали того плана, который реализуется, да. Выходит этот человек и говорит, мы никогда не уйдем из Херсона, к примеру, да, все, типа, разговоры все закрыты. Потом появляется в американском журнале план мирного урегулирования, о чем пишет «Коммерсант», 15 пунктов,
которая якобы является утечкой из тех переговоров, которые будут между Российской Федерацией и Украиной, где одним из пунктов является то, что все занятые территории, кроме, значит, ДНР и ЛНР, будут переданы обратно Украине, да. И вот мы смотрим, ну, там, конечно, не только этот пункт, пунктов очень много, да, то есть там говорится о том, что возьмет на себя Украина не иметь армию больше 150 тысяч человек, откажется от определенных видов вооружений наступательных, да, не будет входить в блоки НАТО, базы, то есть и так далее. Тем не менее, вот что касается общей такой стратегии происходящего, что именно происходит сейчас на Украине, спецоперация, каковы ее конечные цели. Ну, на самом деле, ну, реально, я сомневаюсь, что кроме Владимира Владимировича Путина, да и, может быть, он как бы на этот вопрос ответить не может. Поэтому с вот такой длинной ремаркой я скажу, как я отношусь к этой ситуации. Белгород, Курск, да, другие наши приграничные территории. Ну, конечно же, на мой взгляд, необходимо во всех регионах России, которые граничат с Украиной, и те, которые граничат с ДНР и ЛНР, то есть Ростовская область, вводить военное положение. Потому что мы уже видим, что украинские беспилотники достигают территорий, по-моему, если я не ошибаюсь, в Ростовской области атаковали нефтеперерабатывающий завод. Постоянно наносятся удары по опорным пунктам в Белгородской области, да, в Курской области. И делать вид о том, что, ну, ситуация не экстраординарная, нельзя. Поэтому, на мой взгляд, необходимо, во всяком случае, во всех этих приграничных территориях вводить военное положение. Да. Ну, не знаю, как в терминологии, военное, чрезвычайное положение, но в любом случае там должна быть особый режим абсолютно существования этих регионов. Почему этого не происходит? Ну, видимо, для того, чтобы, как говорит пословица, сделать хорошую мину при плохой игре. Да? То есть есть очевидное схождение, скажем так, между ожиданиями, которые, видимо, политическое руководство страны связывало со спецоперацией и ее фактическим ходом. Поэтому признавать никто не хочет, но, как говорится о том, что все идет по плану, это тоже вызывает очень большие вопросы, потому что вряд ли в эти планы входит бомбежка населенных пунктов на территории России. Ну и возникают вопросы в отношении нашего ПВО, в отношении возможности российских вооруженных сил отражать такие удары. Я, конечно, понимаю, что если долгие годы армия затачивалась на работу межконтинентальных каких-то баллистических ракет, а здесь мы имеем дело там с маленькими увертливыми беспилотниками, да, то как-то, может быть, неожиданно было для России. Но, на мой взгляд, события в Карабахе, где одну из решающих ролей сыграли турецкие беспилотники, уже должен был дать внятный сигнал, какой характер военных действий будет в 21 веке при, ну пусть там вот таких даже пока региональных конфликтах. Слава богу, несмотря на то, что звучат заверения о том, что у нас на Украине спецоперация, а с Западом у нас война, слава богу, войны с Западом пока нет. Пока нету войны с НАТО. И, естественно, все усилия, которые нужно прилагать, чтобы ее и не было, в том числе несколько снижая градус, на мой взгляд, таких каких-то ястребиных там высказываний в отношении НАТО и так далее. Вот. То есть ситуацию я вижу как очень тревожную, и, на мой взгляд, нужно перестать делать вид, что все идет по плану. Лучше перестраховаться. Для этого необходимо вводить военное положение во всех приграничных областях. Возможно, проводить там мобилизацию, пусть для каких-то отрядов там обороны, да, то есть, может быть,
быть, для каких-то локальных целей оборонительных, да, не для того, чтобы мобилизованных там из Белгородской или Курской области посылать куда-то там под Харьков. Ну и еще хочу сказать, что то, что мы видим, это прямое следствие отвода войск с Киевской, Черниговской областей, которые были преподнесены рядом функционеров Министерства обороны как жест доброй воли для того, чтобы господину Зеленскому в Киеве более комфортно, я, по-моему, цитирую близко к тексту, более комфортно работалось и думалось в отношении мирного договора. А на самом деле мы потеряли вот эту буферную зону, которая бы отделяла там, пусть там 150-200 километров. И если бы территория эта удерживалась, то, конечно же, такой ситуации, которую мы видим в Белгородской и Курской областях, наверное. Еще раз хочу подчеркнуть, тут, конечно, не хватает военных, которые в этом вопросе бы получше нас разбирались. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Да, Сергей, хотелось бы тогда вот у тебя спросить, как ты оцениваешь ситуацию? Я понимаю, что мы не военные, конечно же, мы не знаем всех тонкостей, но мы сейчас говорим, наверное, не столько о проведении каких-то масштабных там, или спецопераций, мы говорим скорее, наверное, о политической ситуации, о тех адекватных мерах, которые должны принимать руководство, в общем, понятных мерах, мне кажется, для... это логично просто, что когда идет война, допустим, есть определенные законы, как нужно поступать, как нужно действовать. Как ты считаешь, вот адекватно ли сейчас наше руководство действует, вот когда бомбят уже мирных жителей в самой России, не на Украине, а в России, и погибают люди? Да, вопрос очень актуальный, действительно, но мы для этого должны понимать, а мы этого не понимаем, а какие истинные цели нашего руководства, какие истинные цели Путина, его окружения в этой спецоперации. Вот от этого и происходит сейчас непонимание, вот эти все наши предположения, какие-то там домыслы, догадки. Мы до конца не знаем истинные цели нашего руководства, и от этого происходит вот эта вся двусмысленность. Вот. Но если попытаться это все проанализировать, исходя из той информации, которой мы владеем, конечно, мы уже не раз об этом говорили, изначально целью всех этих действий на Донбассе, на Украине была маленькая победоносная война. Руководству страны давалось неверное, это уже для всех сегодня очевидно, и много было на эту тему разных интервью, информации, инсайдов, как угодно назовите, неверная информация о состоянии украинской армии, о ее боеспособности, о целеустремленности генералитета, о личных качествах Зеленского. Я нисколько не сомневаюсь, что тому же Путину давалась примерно такая информация, что наши вот такие активные военные действия, неожиданные во многом для украинской стороны, по всей территории Украины, а не только на Донбассе, быстро, в кратчайшие сроки приведут к, если не к капитуляции, то к согласию украинской стороны на какое-то перемирие на выгодных для России условиях, когда значительные территории на юго-востоке отойдут под контроль России, Украина будет готова согласиться со своим статусом нейтральной страны, не иметь сильной армии, отказаться от каких-то вот этих нацистских проявлений и так далее, и так далее. Вот. Совершенно ясно, что уже в первой неделе спецоперации вот этот план провалился. Я не злорадствую на этот счет, я просто констатирую. Он провалился, и вся ситуация перешла в затяжной военный конфликт, к которому самым активным образом подключилась НАТО, подключился коллективный Запад. Вероятно, в Кремле тоже это не просчитывали в таком объеме. И тот объем санкций, который был введен, чрезмерный, и та активность, с которой западные страны начали, наращивая все время эти поставки, снабжать Украину оружием, наемников туда засылать, инструктировать, обучать украинских военнослужащих. Вот, я думаю, все в целом это не просчитывалось. Поэтому и никакие чрезвычайные меры, никакое военное положение, никакая мобилизация глобальная не предусматривалась. Да, сейчас уже идет 5-й месяц спецоперации, можно сказать, что пора бы уже перестроиться, но ведь помимо всего прочего,
любая мобилизация требует и коренных, кардинальных изменений социально-экономического уклада. Нужно менять образ жизни не только простым гражданам, но и властимущим, и так называемым олигархам, и всем нашим представителям псевдоэлиты, которые привыкли к совсем другому образу жизни. Вот. Поэтому я думаю, нежелание, а это именно нежелание и президента Путина, и его окружения вводить какие-то чрезвычайные меры, в первую очередь связано с тем, что не хотят залить вот эту как бы так называемую элиту, в интересах которой Путин и работает все 20 лет. Потому что, извините, если начинать мобилизацию, нужно тогда всю эту олигархическую публику жестко ставить под контроль, и их ресурсы, их средства направлять как раз на цели вот этой мобилизации. Но понравится ли это им? Вот в чем вопрос. А это ближний круг Путина. Готов ли он на такие резкие шаги? Есть понимание, что не готов. Именно, кстати, из-за этого все последние 20 лет не реализовывались те здравые инициативы левопатриотической оппозиции, о национализации различных отраслей экономики, о прогрессивном налоге и так далее. Путин не хочет затрагивать интересы своих друзей, своего окружения, так называемых олигархов. Я думаю, это один из важных аспектов того, как сегодня протекает вся спецоперация. Во-вторых, конечно, и с точки зрения отношения власти и общества, вот, на мой взгляд, и Путин, и Кремль считают, что излишняя чрезвычайщина, излишняя мобилизация будут создавать и в обществе совсем другие запросы и совсем другие настроения. Эти запросы есть и сегодня. Очень многие люди интересуются, а в чем же конечная цель спецоперации? А какой будет Россия завтра после окончания спецоперации? Мы так и будем кормить наших олигархов и сохранять чудовищную социальную несправедливость в нашей стране, когда народ выживает на копейки, а кто-то жирует в три горла? Или все-таки эта ситуация будет меняться? А если вводить мобилизацию, это уже прочувствует каждый россиянин. На эти вопросы встанут во весь рост. И завтра, извините меня, и ребята, которые воюют на Донбассе, и те, кто будет здесь мобилизован, даже если не будет отправлен на фронт, но будет здесь исполнять какие-то мобилизационные задачи на территории России, не спросят ли эти люди завтра, которые уже имеют и боевой опыт, и оружие в руках подержали, спросят с власти по гамбургскому счету, как говорится. Я думаю, здесь присутствует именно это, и боязнь, и нежелание тревожить своих близких, свое окружение, заставлять их реально делиться. И все по-прежнему надежда вот так проскочить, как говорится, между струек. Вроде и не война, а вроде и война, а вроде, так сказать, не мобилизация. Поэтому вот эта двусмысленность в поведении власти, она сохраняется. И я думаю, здесь гораздо жестче должен быть запрос снизу, со стороны общества, со стороны оппозиции. Не в плане каких-то истребиных ультрамилитаристских призывов там бомбить Вашингтон или идти воевать со всем Западом. Это тоже опасные тенденции. Но именно усиливать запрос на кардинальные перемены в России. Другая социально-экономическая политика. Ликвидация олигархии как класса. Все средства нашей экономики, все средства нашего общества, да, бросать сегодня на мобилизацию. Но мобилизация не только военная, но и промышленная, новая индустриализация. Мобилизация в плане повышения уровня жизни населения, которое сегодня просто в бедности и нищете живет. Вот в этом плане, я думаю, снизу надо усиливать давление, потому что само по себе руководство страны на эти шаги не идет. А то, что мы говорим про сегодняшние обстрелы Белгорода, ну извините, да, сейчас уже прилетело в сам город, к сожалению, там есть и жертвы, это каждая человеческая жизнь, это бесценно, и каждая смерть это трагедия. Но и разве это первый раз? Сколько уже прилетало на территории Курской, Белгородской, Брянской областей, НПЗ там подожгли в свое время, нефтеперерабатывающий завод в Брянской области, тоже, видимо, при помощи беспилотников. И в сельской местности прилетает регулярно. То есть в этом нет ничего нового. Ну а что удивляться? Извините, но если так абстрагироваться от вот этой всей ура-патриотической риторики, ну и наши ракеты прилетают на Украину регулярно. Не только в зоне боевых действий, но и в Киев, и на Западную Украину и так далее. И, к сожалению,
ну давайте скажем откровенно, да, наши военные ведут себя гуманно, я не спорю, целенаправленно по мирным объектам не ведут обстрелы, но прилетает порой случайно, но невозможно все рассчитать, да, чуть траектория сместилась, задевает и мирный объект. Поэтому, к сожалению, это война. И здесь в белых перчатках ничего не происходит, но еще раз повторю, пока явно власти хотят как-то вот, так сказать, сделать вид, что это у нас не война, а какое-то такое там отдаленное спецмероприятие. Уже не получается. Уже не получается. Вот вчера только был пленум ЦК КПРФ, я вот сейчас в завершении своего сейчас монолога хотел сказать, там очень четко было заявлено, и мы все левопатриотические силы это поддерживаем, настало время коренных изменений внутри России. Без этого никакой победы глобальной не будет. И эта военная спецоперация может затянуться на многие, даже не месяцы, а годы. И это очень выгодно Западу, очень выгодно нашим врагам втянуть Россию в бесконечную вот эту долгую войну, измотать и в итоге уничтожить. Но без изменений внутри России, я боюсь, ничего реально меняться не будет. Спасибо, Сергей, большое. Спасибо. Ну что ж, Антон, я думаю, что действительно, вот по моему ощущению, есть проблема в нашей власти, основная проблема, что она как бы боится смотреть правде в глаза. И поражение она пытается объявить победой там, или жестом доброй воли. Как вот наши ушли, допустим, из-под Киева, а Путин объявил это актом доброй воли там, вот, мы там, перед переговорами. Хотя все прекрасно понимали, что это не так, что мы там не можем находиться, потому что начинается зеленка и погибают наши солдаты. Вот. А также, допустим, сейчас остров Змеиный. Опять та же самая ситуация. Все специалисты, все военные эксперты писали, что остров невозможно удержать сейчас, и силами Черноморского флота не получается это сделать. И Путин объявляет, что это тоже акт доброй воли. И вот у меня возникает вопрос, а какой будет следующий акт доброй воли? Сдача Донецка или там, может быть, того же самого Белгорода? Вот сколько может быть еще этих актов доброй воли, чтобы мы, в общем, поняли, посмотрели правде в глаза. Я хочу даже, знаешь, зачитать сейчас цитату Ленина вот в этом отношении, потому что, мне кажется, она очень четко подходит. Он писал в свое время, что только тогда мы научимся побеждать, когда мы не будем бояться признавать свои поражения и недостатки, когда мы будем истине, хоть бы и самой печальной, смотреть прямо в лицо. Вот есть ли это у нашей власти, как ты считаешь, Антон? Или, может быть, давай зададим сейчас нашим экспертам этот вопрос. Во-первых, мне кажется, что вот эти вот акты доброй воли – это то, что пуще неволи в текущей ситуации. То есть мы называем добрыми словами собственные поражения, пытаемся их представить совершенно в ином свете, чтобы не выглядеть плохо. Но в итоге получается, что все видят, потому что люди не дураки. Даже пропаганда, уже, мне кажется, официально она уже не справляется, потому что действия настолько кардинально отличаются от заявленных слов, что, по-моему, это получается еще хуже. И мне кажется, кстати, как это ни странно, что одна из основных целей сейчас вот этой, скажем так, войны, которая и информационная, и настоящая, это прежде всего внутри России поднять некую смуту, потому что люди в возмущении своем просто перестают доверять власти абсолютно уже, и возникает просто, не знаю, бунт, что угодно может возникнуть. Опять же, внутренний переворот. Если власть теряет легитимность в глазах народа. На это очень большая ставка, я считаю, делается на то, чтобы посеять смуту, но делается это разными акторами, в том числе за границами нашей страны. Вот вопрос действительно, кто какие войны ведет. У нас в России кто войны ведет? Мы знаем каких-то явно таких известных, именитых военных, которые ведут военную операцию. Мы на самом деле военачальников собственных не знаем. Мы знаем каких-то известных там информационных таких специалистов, пиарщиков, которые ведут информационную войну. Нет, мы таких не знаем. Военкоров знаем, но военкоры – это отнюдь не те, кто ведут войну, то есть не ведут ее стратегически, они исполнители, они на переднем крае. Но мы информационную войну проигрывали с самого начала. И сейчас, допустим, вот белгородские события, Сергей говорил о том, что не так уж это и ново.
Прилетали ракеты Да, и но сейчас раньше. просто больше, сейчас уже Но жертв больше становится. То есть это идет же по нарастающей. эффект информационной бомбы само по себе. То есть 50 домов там пострадало, несколько десятков домов, вот там 5 человек погибло. У нас больше людей гибло. Но люди, вот только самолет приземлился, они обсуждают это, и они говорят, что это одно из ключевых событий на сегодняшний день. И это распространяется вот так вот уже горизонтально. На это точно не рассчитывали, на это точно не делали ставку, и это точно будут пытаться замолчать, потому что это портит все. Это уже нельзя будет сказать, что это акт доброй воли, вот эта бомбардировка. Ну, прилетела ракета, может быть, случайно, да, бывает. Но тут, скорее всего, не случайно. Но это вот никак не натянешь на акт доброй воли. Поэтому самый главный вопрос, я считаю, какие будут последствия, как власть будет себя вести для того, чтобы нивелировать негативный информационный эффект вот этих вот событий. Мы за последнюю неделю очень много уделяли внимания риторике противостояния с НАТО. Это, и, собственно говоря, почему мы начали говорить про Калининград. Ну, здесь-то на НАТО уже так сильно не попишешь. Ну, возможно, там какие-то новые виды оружия, еще что-то. Но говорят, что точка У вообще советская ракета прилетела. Какое тут НАТО? Извините. Ну, что сказать? Мне кажется, что вот для того, чтобы побеждать, необходимо три самые главные вещи. Это интеллект, это мотивация и это компетенции, то есть опыт. Вот если хотя бы одного из этих пунктов нет или там не достает, победа невозможна. Вот если мы понимали ли вообще в принципе наша власть то, что с нулевых годов Украину готовили? Украину готовили сначала идеологически, потом наращивали уже вооружение. Ведь эти процессы все были видны. А с 2014 года, после Майдана, уже они были откровенно видны, потому что на Майдане звучали русофобские лозунги. То есть цель была понятна. Если это было понятно простому гражданину, то почему это не было понятно власти? А если это власти было понятно, почему власть не предпринимала адекватных шагов для того, чтобы предотвратить конфликт, который назревал? Ведь слово, выброшенное в воздух, да, оно рано или поздно оборачивается действием. Это не простая была угроза Москаляку-Нагиляку. Мы сейчас видим, что это уже реализуется. Почему не было адекватных действий? Почему мне рассказывают очевидцы сейчас событий, допустим, вот под Киевом, военные, я там тоже, у меня есть связь, да, я общаюсь с этими людьми, что когда они туда вошли, во-первых, им сказали, что 4 дня. 2 дня туда, Киев, смещаем власть, и 2 дня обратно. И когда они туда зашли, мне просто человек рассказывает, который стал инвалидом. Он лишился глаза, все, он инвалид больше. Он говорит, что мы туда зашли, поднимаем голову наверх, а там куча дронов. И потом через 10 минут начинается кромешный ад. Бомбить начали их всех. То есть мы мало того, что видя, как с нулевых Украину накачивают, мы не предпринимали никаких шагов, никаких действий, чтобы избежать этой войны, чтобы каким-то мирным путем все-таки, не знаю, сместить власть на Украине, привести там настроенных пророссийских деятелей. Это можно было сделать. Запад работал, почему мы не работали? Ну хорошо, мы это прошляпили. Но когда мы туда ввели войска, получается, у руководства не было вообще адекватного представления о том, что все не так совершенно. То есть ни интеллекта, ни мотивации воевать, потому что уже называют войну странной, нет, ни тем более компетенции. Получается так. И самое страшное, мне кажется, что это действительно война на износ. Война, которая действительно, правильно говорит Сергей, она может длиться и год, и 2, и 3. Потому что у Запада большой ресурс. И если, это логика, если Украину накачивали 20 лет, наверное, для того, чтобы это закончилось сейчас все, поражением Украины. Наверное, у них есть стратегия. Есть ли стратегия долгосрочная у нашего руководства? Хороший вопрос, но мы ее, вот про эту стратегию наверняка сейчас ничего не знаем. И мне кажется, один из ключевых вопросов, насколько эта война может быть выгодна действующему политическому режиму. Может быть, им тоже выгодно затянуть это надолго. И тогда их интересы сойдутся с интересами западных стран и так далее. И мы просто будем вести, вот, как говорится, business as usual. То есть в таком планомерном режиме эту войну, там будут планово какие-то гибели происходить и так далее. Это вот самый ужасный сценарий, который может быть. А почему так происходит? Почему власть видела, не видела?
Ну, знаете, у нас Владимир Владимирович до сих пор интернетом не пользуется. Ему все документы в папочках конкретные люди готовят. Вот вопрос в тех людях, которые готовят эти документы. У нас только за последние 20 лет один был президент, который Твиттером пользовался, да, там что-то сам находил в интернете и имел обратную связь не через людей, которые готовят документы. Просто, Антон, мне кажется, что если во власти действительно считают, что эта война им на пользу, ну, там они там сейчас гайки будут закручивать, политические репрессии, я не знаю, все под видом того, что мы воюем с Западом, и поэтому нужно закрутить потуже пояса. Вот если они так на самом деле думают, то у меня большие опасения в принципе за страну, потому что даже зная элементарно историю, какие-то факты из истории, мы понимаем, что такие конфликты просто так не заканчиваются. Еще раз, война с Японией закончилась революцией 5-го года. Война с Германией закончилась революцией 17-го года, февральской. И здесь сейчас мы стоим перед большой опасностью. Мне уже сейчас вот в сети это есть полно сообщений. Вот, допустим, я в курсе, что во Львове сейчас огромное количество иностранных наемников. Мы знаем, что сейчас творится в Польше, что Польша собирает войска. Мы знаем, что сейчас Швеция и Финляндия вступают в НАТО. И теперь натовские, как говорится, системы доставки ядерного оружия могут стоять прям буквально в 300 километрах, в 200-300 километров от Санкт-Петербурга. О чем можно говорить? То есть, если эта война будет на изматывание, можно, конечно, своему народу лить в уши пропаганду. Бесконечно нельзя обманывать народ. Это, во-первых. Во-вторых, действия это показывают совершенно обратные вещи. В-третьих, ведь враг-то не дремлет. Нельзя недооценивать врага. Вот, мне кажется, одна из ключевых ошибок нашего руководства, что они постоянно недооценивают врага и переоценивают свои силы. От этого возникает неадекватное представление об окружающем мире. Ну, хороший вопрос. И это с какими историческими событиями сравнивать то, что у нас сейчас происходит? Давай вот наших экспертов спросим. Михаил Николаевич, вы историк, ученый-историк с научной степенью. А не кажется вам, что вот то, что сейчас происходит, это очень похоже на события гражданской войны, когда нынешняя НАТО – это вот тогдашняя Антанта, которая тоже также хотела оккупировать территории российские. Антанта тогда и оккупировала. Вот, Сибирь была оккупирована и Дальний Восток Антантой. И точно так же тогда и сейчас шла война на Украине. Тогда тоже это было какое-то государство, типа независимая Украина. Например, Афганистан, допустим, тоже сам привел к развалу, в том числе один из факторов развала Советского Союза. Вот. То есть таких примеров исторических, на самом деле, очень много, что такие вот войны в конце концов приводят к внутренним, скажем так, взрывам в самой стране, в самой России. Михаил Николаевич, с чем можно сравнить вообще то, что происходит сейчас? Смотрите, когда события эти начались, наверное, где-то через неделю или через две после начала событий на Украине, я запустил у себя в телеграм-канале опрос. Есть ли какие-то истории с какими-либо войнами, которые у вас вызывают нынешние события? И среди вариантов были советско-финская война, значит, затем русско-японская, Первая мировая, Великая Отечественная, Афганистан, еще я не помню. Вот, гражданская война, да. И что, знаете, что самое удивительное, то, что самое большое количество процентов набрала советско-финская война, которая была крайне, так скажем, болезненной для Советского Союза, где маленькая Финляндия показала себя очень таким сильным, скажем, сопротивления, были большие потери, а, собственно, война тогда обосновывалась необходимостью отодвинуть как раз от Ленинграда границу, да, вот, и русско-японская война, вот как ни странно, да, самые большие аналогии.
я могу сказать, что можно, ну, прямой аналогии здесь нету, да, прямой аналогии здесь нету, потому что если мы будем стоять на марксистских позициях и попытаться определить происходящее в качестве с марксистских позиций, что это такая там империалистическая война, да, то есть там какая-то захватническая или национально-освободительная, справедливая и так далее. У нас не получится свободной дискуссии с учетом тех поправок в Уголовный кодекс административный, которые сейчас приняты, когда за любой листочек белой бумаги, с которым кто-то стоит в одиночестве, люди могут при желании получить статью о дискредитации российской армии. А уж спор наш в отношении того, чтобы проводить какие-то аналогии между действиями российской армии с какими-либо другими, но это уж точно стопроцентная статья. Поэтому, я думаю, в свое время историки, конечно, определят то, что происходит. Для меня, как для человека, который родился на Украине, в Днепропетровске, да, которого мама украинка, я, конечно, воспринимаю события как, ну, определенный элемент гражданской войны, если можно выразиться. Ну, братоубийственную такую, да. И фамилии наших офицеров и фамилии украинских офицеров, они только доказывают это. То есть, когда смотришь сейчас, едешь по улицам той же Москвы или Самары, видишь плакаты наших героев, которые сейчас там в рамках вот этой акции размещают фотографии этих людей. У очень многих украинские фамилии, причем такие, знаете, кондовые украинские фамилии. То же самое, когда мы слышим какие-то яростные антироссийские заявления со стороны украинских военных, представителей офиса президента Зеленского. Ну, там люди с такими русскими прям фамилиями, именем, отчеством и так далее. Я вижу вот то, что сейчас происходит, я бы провел некие аналогии, может быть, с Югославией. То есть это какая-то отсроченная война, связанная с развалом Советского Союза. Потому что те границы, которые искусственно возникли между единым государством, и в том числе между единым русским народом, они заложили сразу изначально вот эту мину замедленного действия. То есть виновниками в происходящем являются Горбачев, Ельцин, Кучма, Шушкевич, да, вот эти вот сепаратисты. И когда сейчас у нас, я просто исхожу из чего, да, я служил в советской армии, в военно-морском флоте Черноморском, да, принимал присягу Героя Севастополя. И я принимал присягу именно на верность Советскому Союзу, да. И там были такие слова, значит, что я всегда готов по приказу, значит, советского правительства выступить на защиту своей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И вот в 91 году никто не выступил, не в 91-м, да, на защиту своей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И в результате сепаратисты, сейчас телевидение наше пытается в своих сюжетах, я почти не смотрю телевидение, да, но иногда проскакивает, как-то определить противника нашего на Украине, кто они. И в этих выражениях звучит, там, допустим, там, в результате там, точного удара было уничтожено 100 неонацистов, да, 100 националистов, 100 там еще кого-то, да, то есть там речь не идет о том, что там, ну, погибли солдаты, понятно, их принадлежность к националистическому какому-то батальону, и регулярная украинская армия не происходит, но Кремль пытается нащупать вот это определение, кто, с кем мы боремся. Если неонацисты, ну, значит, идет процесс демилитаризации, да. А в моем понимании мы боремся с сепаратистами. Но вот это слово не звучит. Но когда Путин к юбилею, к Дню Победы подписывает указ о том, чтобы наградить, ну, выдать денежную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в указе звучит: проживающим в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях Украины. Вот я скажу, что вот этот указ единственная какая-то внятная, более-менее формулировка официальная такая, да,
того, что происходит на Украине. То есть, если опять же, я еще раз хочу сказать, с коммунистической, марксистской точки зрения, государство делится не по национальному принципу, да, то есть, а по классу. То есть олигархи, в интересах которых, как я предполагаю, сейчас идет движение грузов на Украине. Ну, зададимся вопросом, почему не взрывают мосты на Западной Украине, туннели, железнодорожные станции, по которым поставляется вооружение, уже новейшие, которые убивают солдат, от которых гибнут мирные жители. Почему этого не происходит? Почему мы поставляем газ в страны НАТО и на саму Украину? На этом газе работают заводы, которые производят оружие, из которых убивают наших солдат, мирных жителей, да? Почему продолжается вот эта торговля? Ну, это Советский Союз же не торговал с фашистской Германией во время Великой Отечественной войны, да? А сейчас все это происходит. Я думаю, по двум причинам. Первое, чтобы не делать разрыв с Западом необратимым, чтобы по-прежнему Запад понимал нас как неких партнеров, которые пусть там проявили какое-то своего, не менее, которые готовы в рамках некой западной парадигмы продолжать существовать. Да? И второе, безусловно, в интересах олигархов. То есть необходимо поставлять на Запад удобрения, хлеб, да, вот сейчас много об этом говорится, что ну как же мы хлеб будем поставлять, там, надо же хлеб, надо границы, надо вот разблокировать движение судов по Черному морю и так далее. То есть мы как бы готовы, против нас вводят санкции, а мы готовы с ними продолжать торговать, взаимодействовать, то есть в рамках некого такого подразумеваемого конечного договорничка, да, что все равно договор какой-то будет. Отсюда такие нерешительные действия, да, которые влекут, на мой взгляд, увеличение только жертв. Правильно говорится о том, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт, только делают украинскую армию сильнее, только приводят к дополнительным жертвам среди российской армии и мирных жителей. Да? Ну так перекрывайте по полной кислород этот. То есть перекрывайте вообще все пути поставок вооружения. Но этого же не происходит. Условный поезд Киев, Варшава, он же ездит взад-вперед, понимаете, то есть никто не разрушает объекты транспортной инфраструктуры, бережно к ним относится, потому что, возможно, есть какие-то интересы этих капиталистов, украинских, каких-нибудь польских, я не знаю, немецких, российских, это же все и та же интернациональная семья, да, то есть, и они между собой как-то сговариваются. И исходя из этого, видимо, там идут какое-то влияние на Министерство обороны, что вот по этому заводу там где-нибудь в Одессе не стреляйте, там, к примеру, вот этот мост не разрушайте, потому что там делается какой-то. То есть вот в рамках этого всего, конечно, все происходящее выглядит ну, какой-то вообще странной войной, понимаете, странной. То есть вот попытки найти аналогии с финской войной, там, гражданской, русско-японской, великой отечественной, они не срабатывают именно потому, что здесь это абсурдная вообще ситуация. Ну, гражданская война, к примеру, да, Красная армия, значит, Люров, все эти сюжеты, Батько Махно, значит, там Конница Буденного и прочее, да, ну, все это было в рамках некой идеологии, то есть мы строим государство крестьян, и Ленин в этом плане, он просто вернул карты, он просто отказался играть по правилам империалистического мира, и все закончилось, кстати, сначала был позорный Брестский мир, а потом революция в Германии, понимаете, и все развалилось в результате революции в Германии в 18 году. То есть в конечном итоге Ленин переиграл, и большевики воссоздали потом все пространство территориальное бывшей Российской империи, перезагрузили его потому, что убрали национальные вопросы с повестки. Они адаптировали это государство на принципе, что это государство рабочих и крестьян. Поэтому так легко соглашались
украинские рабочие, да, то есть там грузинские рабочие, то есть и так далее, там какие-нибудь там белорусские рабочие, потому что они между собой связывались по классовому, по такому принципу. Конечно, наворочили потом с этими административными границами, что там говорить, с вот этой квазигосударственностью, которая в рамках Советского Союза поддерживалась. Но это была политика, в основе которой была дружба народов. А сейчас, конечно, если смотреть на эту ситуацию именно с такой какой-то капиталистической точки зрения, ну, значит, если говорить о том, что это русский мир некий, защита интересов нашего государства, ну, тогда нужно четко говорить о том, что мы не признаем развала Советского Союза, мы не признаем действий тех сепаратистов, в данном случае, которые вопреки всесоюзного референдума провели референдум на Украине, на отдельной территории от всего Советского Союза, и поэтому решение этого украинского референдума нелегитимно, да, и поэтому мы просто забираем обратно свою землю, на которой живет наш народ. Да, он оболваненный, он там зазомбированный, где-то обиженный объективно, а сейчас где-то появились и такие претензии, ну, так скажем, естественные в результате того, что погибли родственники или еще что-то произошло. Но мы тогда должны четко говорить, что мы не признаем государственности украинской. Мы дали возможность сепаратистам поиграть в строительство своего собственного государства, но при условии, что оно не будет враждебным для России. Поскольку оно продемонстрировало враждебность, поскольку оно стало превращаться в антироссию, то этот проект закрывается. И все. И тогда как бы у людей все будет четко и ясно. Почему, кстати, Красное Знамя пользуется такой популярностью сейчас, ну, в конфликте этом, да? Почему вот Лисичанск взяли и водрузили на здание администрации не трехцветный флаг, а Красное Знамя с серпом и молотом? Да потому что это та, которой и Путин боится, и олигархи боятся, но она прет сама снизу от людей. Восстановление Советского Союза и вот этой дружбы народов, понимаете, социального государства. Вот это, на мой взгляд, могло бы стать мощной и идеологической основой для действий нашей российской армии, но туда же сейчас предпочитают профессиональные армии, да, ЧВК, то есть там, и только ДНР и ЛНР это люди, которые воюют по призыву, да, и там, кстати, совершенно другой, как говорят, моральный дух в войсках, более мощный, более сильный, да, именно потому что они воюют, как бы, ну, они понимают, что не за 200 тысяч рублей в месяц они воюют, они воюют за свою родину. Поэтому вот так длинно я думаю, что Сергей меня поправит, как такой более принципиальный марксист, если можно выразиться, потому что Левый фронт, он всегда характеризовался такой очень твердой такой основой теоретической, да, объяснения всего происходящего. Но вот на интуитивном уровне я хочу сказать, что да, наверное, все-таки это какие-то элементы гражданской войны, но не войны классовой, понимаете, не войны классовой такой. Ну, как я не знаю, там, война севера и юга, да, там в Соединенных Штатах Америки, там, свободный север против рабовладельческого юга, да, как национально-освободительные элементы национально-освободительной борьбы, то есть борьбы за объединение, возвращение прежнего государства, исторической России, как говорил Путин, да. Вот это, на мой взгляд, очень мощный фактор, но он не в состоянии на 100% закрыть все идеологические проблемы этой так называемой миграции. И объективно другого варианта у нынешней власти, да и у народа тоже, как попытаться сделать ставку именно на Красное Знамя, на социализм, на вот эти глобальные изменения, которые принесут украинскому народу не только русский язык, да, в свободном обращении, не только там
возврат советских фильмов или там денацификацию в виде того, что уберут название улиц фашистских преступников типа Шухевича или Бандеры, но принесет вот ощущение такой как бы вот социализма, больше социализма. Вот мне кажется, вот у нас вариант только такой. Либо фашизм, либо коммунизм. Третьего как-то не дано. Могу прокомментировать немного. У меня вот было ощущение такое, когда Михаил Николаевич говорил о том, что очень много вопросов. Тоталитарные способы решения проблем, они объективно выходят вот как формат решения. Будет более жесткий режим работы. Поэтому либо будет набирать силы правые структуры какие-то, да, пусть они даже будут под видом государственных, либо левые. Коммунисты всегда исконные были враги фашизма. Поэтому вот денацифицировать в условиях одновременной декоммунизации не получится. У меня было ощущение, когда вы задавали очень много вопросов, почему вот это, почему то, параллелизм исторический с знаменитой речью Петра Милюкова, одного из деятелей парламентаризма российского, который однажды выступил, обличая вообще всю глупость и коррупцию царского правительства со знаменитой речью, в которой он рефреном повторял, что это, глупость или измена. И вот сейчас тоже впору задавать эти вопросы, что это, глупость или измена? Ну, у вас, Александр, хочу спросить, вот у вас было интересное интервью с Николаем Николаевичем Платошкиным, где тоже были рефрены на тему Советского Союза. Да, Николай, ну, можно, в принципе, сейчас включить тогда это интервью и послушать, о чем говорил Платошкин. Я, к сожалению, не совсем согласен, что он говорит, и в том числе по поводу спецоперации. У него более, скажем так, такие, позиции провластные, что ли, вот сейчас, по крайней мере. Я настроен более критично. Я не настроен, так, знаете, в истерике трястись и говорить, что все пропало. Нет, но в то же самое время я считаю, что люди должны знать правду. Это очень важно, потому что если мы не понимаем, что происходит на самом деле, если нас все время обманывают, то мы неадекватно воспринимаем действительность. Ни власть, ни народ. Неадекватность восприятия приводит к ошибкам, системным ошибкам и в конце концов к катастрофе. Поэтому я держусь такой позиции четкой. Я в любом случае, когда все это началось, я был рад, потому что я считал, что нужно было делать еще в 2014 году. И когда Путин говорил, что когда вы будете бомбить Донбасс, мы будем стоять за спинами. В общем, он так и поступил, что самое ужасное, потому что мы-то думали, что он защитит, но он этого не сделал. И все эти годы мы ждали этого. И помнишь, были такие плакаты еще: «Путин, введи войска». Были такие плакаты в 2014 году: «Путин, введи войска». Но 8 лет прошло с тех пор, и получается, что запоздалое решение иногда оказывается катастрофой просто для страны. То есть решение нужно принимать вовремя. От этого необходима адекватность понимания того, что происходит. Тогда его не было. Я боюсь, что сейчас его тоже нет. Но давайте послушаем Платошкина, что он на эту тему говорит, и какие-то тоже исторические параллели. Мнение известного политика. Смотрим. Вы знаете, я бы сказал глубже. Вот то, что происходит сейчас, это отсроченный распад Советского Союза, который повернулся в обратном направлении. Потому что у нас все эти, кто гробил Союз, они ведь что говорили? Все мирно, тихо. Разбежались и все. Без большой крови. Хотя была кровь. И в Таджикистане она была, и в Карабахе, и в Киргизии. В Чечне была. И в Чечне. Да. Но это все казалось москвичам где-то, знаете, вот там что-то все происходит. Сейчас это все то же самое, понимаете. И задача Запада здесь, не то, что там, чтобы русские и украинцы убивали друг друга, это, конечно, для них хорошо, чтобы не было восстановления СССР. Они что так уперлись? Скажем, они не были особо против, например, там, я не знаю, Абхазии, да? Или Южной Осетии. Тоже какие-то санкции ввели, но такие. Россия плюс Украина, считают они, это СССР 2.0. Но пусть он по режиму пока не такой, но это, знаете, как бы основа, да? Потенциал. Да, которую можно быстро реализовать в социалистическом направлении. Поэтому они все так уперлись именно по Украине, да? Вот, скажем, если бы речь шла, я ничего хочу сказать, там, Грузия, Армения, что-нибудь вот такое, покряхтели бы и все. Может быть, там полгодика. Считая, что сильно это там потенциал России не увеличит. Ладно. Поэтому
сейчас все задействовано, все, что только можно. И сейчас идет некая такая борьба, знаете, между их политиками западным и их общественным мнением. Вы понимаете, вот я уже мне говорил, я застал еще таких, как бы, знаете, как Гельмут Коль, там, Франсуа Миттеран. Мне-то они тогда казались, ну, политики и политики. Но то, что там сейчас, понимаете, вот я же могу уже сравнивать. Это какой-то ужас. Там, понимаете, сидят люди, вот им приносят опросы общественного мнения. Типа за Украину. Ну, супер, я за Украину. Потом усталость от Украины. Так, с Украиной что-то тут... Понимаете, вот там люди гибнут, они их швыряют, как пушечное мясо против нас. А о них главное, чтобы как бы опросы общественного мнения были в порядке. Если там сейчас, условно говоря, скажут, ну, мы интересуемся Парагваем, предположим. Все. Украина пропадет, все будут говорить, что там в Парагвае вообще происходит. Понимаете, то есть раньше политики на Западе у них могли принимать суровые непопулярные решения и, ну, как бы убеждать общественное мнение следовать за ними, иногда даже уходя в отставку. Ну, не хотите, вы со мной не согласны, я не могу делать по-другому, это моя принципиальная позиция, я ухожу. До свидания. Сейчас нет. Да. Вот мы послушали сейчас Николая Платошкина. Ну что, Антон? Ну, у нас завязалась, да, на самом деле, просто тема обсуждения шло... Да, просто Антон высказал такую мысль, что, значит, вот Путин вел войска, потому что хотел как-то общественное мнение расположить больше к себе. О чем Николай Николаевич говорил, что Да. вот они ориентируются на общественное мнение. У нас тоже на общественное мнение ориентируются. И перед началом спецоперации рейтинг президента достаточно проседал регулярно. И у «Единой России» тоже рейтинг проседал. Вот, а спецоперация позволила это все вернуть. На мой взгляд, как бы поднимать рейтинг вот такими способами, это то же самое, что тушить пожар бензином. Вот, по-моему, как бы, ну, это очевидно совершенно. Рейтинг может там подняться в первые, там, не знаю, 2 недели, когда там еще что-то были успехи, да, но сейчас это ощущение неадекватности власти и катастрофы, надвигающейся все больше и больше, оно возникает у людей. Что это, глупость или измена? Ну, как бы неадекватности. Я здесь, как человек верующий, сразу скажу, что в Евангелии об этом хорошо сказано, что у сребролюбцев Бог отнимает разум. Вот мы только что с тобой обсуждали еще одну новость. Буквально Царев сейчас разместил у себя в телеграм-канале такое интересное, значит, сообщение, где он рассуждает по поводу беспилотников, что вот у нас нехватка ударных беспилотников. И идет рассуждение, что делать. Вот в Китае, допустим, или на Западе мы не можем закупить, не дадут. Но есть Иран, который производит их в большом количестве. Давайте закупим в Иране. Однако же власть этого не делает, хотя у нас погибают просто люди. Это необходимость, ударные беспилотники. И дальше он говорит, что приводит такое, что вот у нас был разговор с одним каким-то высоким чиновником, и оказывается, он говорит, ну, предположение сделал, я думаю, что это не предположение, ну, пускай предположение, что не закупаются у нас ударные беспилотники, потому что до этого, до спецоперации, были выделены колоссальные суммы на производство собственных ударных беспилотников. Естественно, мы понимаем, эти суммы все были распилены. И поэтому сейчас опять выделять огромные миллиарды на закупку беспилотников, это признать чиновникам, которые разворовали эти деньги, да, что как бы они разворовали их. И поэтому сейчас, пускай гибнут люди, но они это делать не будут. Вот это потрясающе просто. Вот я в это верю. Это страшно, но вот эта системная коррупция, которая разъела уже сам механизм государства, я в это верю. Ну, тоже охотно верится. На самом деле охотно тут слово неуместное, но верится вообще легко. Потому как ситуация типичная, она системная. Наблюдать ее можно в любой отрасли. Ну что, с Ираном у нас торговля есть. Но только вот содержательно в чем она? Нужны беспилотники, а покупаем все равно финики и арбузы. Да. Что говорить, вот именно ты спросил меня, ну что это, трусость, измена или обман, да, или что такое. Я думаю, что эти люди, безусловно, конечно же, они все не дураки, там они сидят. Но вопрос же, опять же, вопрос мотивации. Вопрос в том, на кого они работают. То есть для чего они, ну, если поставлена задача, мы пришли во власть для того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему, для того, чтобы построить государство, для того, чтобы было развитие, научно-технический потенциал вырос, да, опять же, население выросло, образование, да, то мы
ставя стратегические цели, мы в этом направлении работаем. Если же мы приходим на власть как на кормление, то есть я знаю, что если меня избрали губернатором или каким-то чиновником, вот у меня есть определенный период времени, нужно быстрее наворовать, нужно воспользоваться ситуацией. Тогда и другая ситуация. И там могут быть два умных человека. Вопрос в целеполагании. Вот мне кажется, вот эта война показывает вообще на самом деле, каково целеполагание у наших чиновников, которые отвечают в том числе и за поставки вооружения. Где пресловутый танк «Армата»? Мы с тобой говорили до эфира, да, что что-то мы как-то не видим полчища танков «Арматы». А зато мы видим, что расконсервируют Т-65, да, если не ошибаюсь, танк. 62-й. 62-й, да, прошу прощения. Вот, пожалуйста, еще советские разработки, сейчас, которые были законсервированы уже лет 30, они сейчас расконсервируют и вот пускают в бой. И это говорит просто о системной катастрофе, в том числе и в армии, в производстве. Ну, я не знаю, что сказать здесь. Да. Я сам, кстати, сын танкистом. У меня отец был подполковником, и с детства я все это тоже мне интересно было. У меня отец писал целый, прям он преподавал, кстати, в университете, преподавал иностранцам, писал целые учебные пособия, книги по танковому делу. Вот. И, конечно же, то, что я вижу сейчас, я, конечно, не являюсь военным, но, по-моему, это очевидно, то, что мы, к сожалению, до сих пор пытаемся выезжать на советских разработках. И даже те же самые ракеты всякие разные, все Астана, и все это были еще советские разработки. Ну, похоже, что можно перефразировать один популярный сейчас анекдот, что в российских высших сферах трудно сочетать в одном человеке сразу три качества. Умный, порядочный и чиновник. Какие-то два максимум. Поэтому вот это грустная шутка, конечно. Ну, давай вернемся к теме. Да. Мы заявили, как Калининград в начале недели, в середине и практически до конца. Это была горячая тема. Собственно говоря, Николай Николаевич Платошкин тоже высказывался по теме Калининграда и говорил о том, что пролог всего этого это было желание возродить Советский Союз и желание пожелать такому возрождению. Но все-таки вот и Украину очень часто называют все-таки столкновением, сферой столкновения интересов России и такого коллективного Запада или НАТО. Все-таки это одна из главных тем сейчас и будет еще одной из заглавных тем далеко вперед в текущих условиях. Поэтому хотелось бы послушать мнение наших экспертов, спикеров сегодня. Где мы находимся сейчас с НАТО, в противостоянии с ними, куда мы идем. Вот, может быть, Сергея спросим, потому что Сергей давали слово давно, да? Может быть, Сергей тогда скажет пару слов. Да, ну вот применительно Сергей, к Калининграду. Мы с НАТО воюем сейчас, как ты считаешь? Или же у нас идет какая-то локальная гражданская война сейчас там, да, или освобождение? Что сейчас происходит, на твой взгляд? Да, друзья, мне скоро нужно из эфира будет выйти, поэтому заранее приношу извинения всем зрителям. Если очень коротко, конечно, это никакая не гражданская война. Вообще, если вот говорить реально, я бы эту войну назвал постмодернистской. То есть здесь все настолько смешалось, такая эклектика, такой сюрреализм, нас настолько обманывают, истинные цели и задачи все скрывают. Конечно, здесь есть и элемент священной национально-освободительной борьбы жителей Донбасса, но на это накладываются абсолютно империалистические интересы и путинского режима, и Запада коллективного, и НАТО. Все это перемешалось в такую кашу, что уже здесь такие вот как бы классические примеры, аналогии из прошлого уже сложно даже приводить. Вот. Но самое главное, конечно, это не какая-то спецоперация на Украине, не война с Украиной, это война с глобальным Западом. Но хочу здесь сказать главную мысль, которую, мне кажется, всем нам, патриотам нашего Отечества, особенно людям левых взглядов, надо каждый день произносить везде, где только можно, формировать общественное сознание, что если у нас идет война с коллективным Западом, то вот этот гнилой, коррумпированный, продажный режим, который существовал и существует до сих пор в России, они что, куда-то делись, эти продажные чиновники, эти циничные олигархи, они куда-то исчезли? Нет, они никуда не исчезли. У нас, мы знаем, только что уехал Чубайс, и все, ему дали уехать. Больше ничего, они все здесь, они ждут своего часа. И Путин, он продолжает сидеть на многих стульях, лавировать между их интересами. И, к сожалению, интересы народа здесь явно
не на первом месте. На первом месте интересы самого Путина, его окружения, личные амбиции, желание войти в историю, желание дальше сохранять монополию на власть, это очевидно, для этого во многом спецоперация и затевалась. Желание спецоперации прикрыть многие проблемы в стране, которые не решаются системно, не решаются. Народ вымирает, народ в бедности, давайте мы проведем маленькую победоносную войну, и все у нас будет круто. На этом обжигались и ломали себе шею многие правители, диктаторы, тоталитарные руководители прошлого. И у Путина, кстати, есть риск повторить их судьбу. Выход из этой ситуации, вот сегодня многие коллеги, многие спикеры об этом сказали, выход очень ясный и понятный. Но главное его реализовать. Этот выход в смене курса развития России. Правильно. Вот вы посмотрите, это действительно отголоски развала Советского Союза. И сейчас я не хочу сказать, что их там совесть замучила, но один за другим просто мрут. Вот как только началась эта конфликтная ситуация на Украине, мрут один за другим основные могильщики, вот это подписанты Беловежского соглашения. И Шушкевич представился, и Кравчук, и Бурбулис, и Горбачев уже передают. Но он не подписывал Беловежские соглашения. Ну, понятно, его вина в развале Советского Союза, она колоссальна. И Горбачев уже, говорят, вот фотографии из больницы присылает, он уже там, ну, действительно в очень тяжелом состоянии. Я, опять же, не злорадствую, но в этом есть некая историческая справедливость. Но главное, чтобы вот этот конфликт, если Россия будет его вести, этот конфликт с коллективным Западом, на этих вот гнилых буржуазных основах, мы, конечно, проиграем, потому что мы здесь слабее. Деньгами, там еще чем-то мы их не перезакидаем. Нужен дух, нужна идея, нужен смысл. Тогда наш народ, как учит история, сплачивается. Тогда наш народ готов на подвиги. А ведь сейчас почему это, я вот коснусь той же темы, что в первой части мы обсуждали, почему не вводится военное положение, почему не проводится мобилизация, потому что страшно опереться на народ нашей власти, страшно. Поэтому и делают вид, а там где-то далеко идет война, в Москве кафешки работают, в Москве гулянки, в Москве концерты, да и не только в Москве, всякие праздники. Это сюрреализм, это параллельная реальность, так не должно быть. Вот с таким подходом, конечно, никакой победы не будет. В лучшем случае будет какой-то там опять позорный мир, перемирие, это будет все превратиться в такой затяжной замороженный конфликт, и Запад будет нас дальше измором давить, экономически душить, в надежде, что здесь протестные настроения усилятся, и какие-нибудь их адепты западные, там, новый Навальный появится, нам его пришлют сюда, это не сомневайтесь. Они возглавят этот протест, и здесь установится режим абсолютно лояльный Западу. Ну, мы вернемся условно в 90-е. Вот это будет самое трагичное. Но Путин своей нерешительностью, своим сидением на двух стульях, он как раз толкает страну потенциально именно в эту сторону, к сожалению. И возможен тот же самый верхушечный переворот. А сколько этих затаившихся олигархов, которые сегодня улыбаются Путину, делают вид, что они совсем согласны, но в душе они его ненавидят и ждут своего часа, как бы использовать какую-то слабость, какой-то просчет, чтобы просто-напросто его убрать с политической арены. А может быть и убрать физически. Об этом тоже не надо забывать. Поэтому, по большому счету, кроме левопатриотических сил, сегодня правду сказать некому. А правда заключается в том, что без взятия курса на социализм и возрождение Советского Союза из этого конфликта хорошего выхода, хорошего для народа. Ведь нас интересует, как из этого конфликта выйти, чем закончить в интересах народа, а не в интересах Путина, или Байдена, или Зеленского, или наших олигархов. На их интересы мне, если честно, глубоко наплевать. Глубоко наплевать. Меня интересует, что это даст для народа. Если это будут смерти тысяч людей, проседание экономики, наши бесчисленные вот эти страдания, лишения, голод, там, холод, что угодно, ради интересов Путина, пошли они к чертовой матери. Нам тогда, может быть, завтра надо будет антивоенную здесь кампанию начинать, мощнейшую. Я говорю образно, не хочу никого подставить ни под какие статьи, никого ни к чему не призываю, но я обращаюсь к власти и к народу. Надо именно об этом задумываться. Поэтому сегодня только сплочение всех здоровых сил общества вокруг лозунгов нового возрожденного социализма и нового Советского Союза. Ведь посмотрите в заключении, что хочу сказать.
В этом году столетие создания Советского Союза в декабре месяце. Вот сейчас идет конфликт, мы спорим, действительно, отдадут Херсон, не отдадут, отдадут Запорожье, не отдадут, или все это присоединят к России. Но гораздо более мудрая тактика была бы тактика возрождения Советского Союза, тактика самоопределения народов. Тогда уже гораздо сложнее было бы обвинять Россию в агрессии, в оккупации, в желании захватить новые территории, а мы их не захватываем. Мы возрождаем Советский Союз, то, что было против воли народа попрано и разрушено 30 лет назад, 31 год уже. Вот это была бы мудрейшая тактика. Не надо все затягивать в состав России. Пусть освобожденные территории войдут как свой субъект, отдельный субъект в обновленный Советский Союз. Можно это назвать Новороссией, можно назвать по-другому. Рядом Белоруссия. Можно посмотреть и на Киргизию, и на Армению, и на многие другие территории, и та же Абхазия с Южной Осетией. Вот это был бы мощнейший ход. И если бы это еще шло все под лозунгами прогрессивного социалистического развития, мы бы привлекли к себе как раз тех трудящихся со всего мира, которые сегодня и Байдена проклинают, и Макрона, и Джонсона, и там нарастает конфронтация на Западе, и там левые настроения усиливаются. Но они пока не видят в России того символа сопротивления вот глобальному гегемону, американскому этому империализму. Не видят в России пока полноценного символа сопротивления, полноценной альтернативы. И вот наша задача сегодня в каждом эфире, в каждом действии, в каждой акции, на каждых выборах, а, кстати, осенью выборы, я последнее, что хочу сказать, да, может быть, на фоне боевых действий выборы кажутся чем-то вторичным, и неинтересным, и неправильным, но как еще нам, сторонникам социализма, повлиять на эту ситуацию? Ну, если не брать какие-то уже действия, выходящие за рамки уголовного законодательства. Вот надо идти в том числе самым активным образом на эти выборы и голосовать за те силы, которые предлагают альтернативу, за левопатриотический блок, за КПРФ и ее союзников. Это будет мощный сигнал и для власти, что или вы меняетесь сверху, проводите эти реформы, или ничего хорошего не получится. Поэтому вот только так надо сегодня ставить вопрос, не подыгрывать власти в ее каких-то там корыстных, имперских, там не знаю, какие у нее амбиции, не восславлять Путина. У нас некоторые начали этим увлекаться, в том числе и в левом движении. Это неправильно. Это мы тогда становимся соучастниками вот этого колоссального обмана нашего народа. Поэтому момент исторический. Может быть, всем нам завтра придется действительно мобилизоваться и идти на фронт. Я этого не исключаю. И может быть, это будет даже неизбежно. Но мы должны четко понимать, ради чего. А только ради современного справедливого социалистического проекта и обновленного Советского Союза. И это был бы действительно самый правильный ход развития событий. И тогда бы и в России народ сплотился, и во всем мире вот эти антироссийские настроения сильно бы поугасли. И прогрессивная часть человечества, я думаю, встала бы на нашу сторону. И это существенным образом ослабило бы возможность коллективного Запада накачивать Украину оружием, накачивать всей этой пропагандой. Может быть, действительно, как и 100 лет назад, пошли бы процессы революционного характера и в западных странах. Как знать? Но мы должны над этим очень серьезно поработать, чего я всем нам и желаю, чтобы все эти жертвы нынешних героев, защитников Донбасса, и местных жителей, и российских солдат, и добровольцев не пропали впустую. Потому что наши вот эти все чинуши, воры, эти олигархи, они предадут и продадут. Я вас уверяю, для них нет ничего святого. Поэтому на них надеяться нельзя. Надо надеяться на силу народа, самоорганизовываться, объединяться и использовать все механизмы, которые нам доступны. О некоторых я сказал, о некоторых, я думаю, скажут и другие участники сегодняшнего эфира. Спасибо, друзья, мне просто нужно из эфира уйти. Я верю в победу России, в победу светлых сил в нашей стране. И вот те, кто сегодня здесь, я думаю, это вот лучшие, и те, кто выступает и на канале Спец, и на других наших каналах, это лучшие действительно силы. И мы просто обязаны сегодня эту ситуацию использовать во благо народа. Такого шанса, может быть, это звучит и грубо, и цинично, и на фоне гибели людей, на фоне кровопролития, может быть, кому-то будет резать слух, но это в том числе шанс для
возрождения России, для возрождения нашего народа. Пусть такой трагической ценой. И этот шанс нельзя упускать, иначе это будет просто реальная катастрофа. Спасибо огромное, друзья. Объединяемся и боремся. Спасибо, Сергей. Ладно, я предлагаю обсудить вот все-таки тему противостояния с Литвой. С Сергеем мы попрощались. И вот финализировать тему противостояния с Западом, вот этой проблемой транспортных коридоров, блокировкой нашей логистики из России в Россию, в Калининград через Литву. Чем это все закончилось, чем все может закончиться, потому что есть ощущение такое, что ситуацию искусственно нагнетают. С одной стороны, есть такая вот Литва, такая маленькое государство, которое... Маленькое, но гордое, да, которое говорит, что мы государство такое независимое, самостийное, будем контролировать все грузы, которые идут по нашей территории. Нам сказали, что санкции, мы их выполняем. С другой стороны, Жозеп Боррель из Еврокомиссии говорит, что, конечно, санкции санкциями, мы все понимаем, мы там должны исполнять. Но с другой стороны, мы понимаем, что это из России в Россию грузы идут, нужно тут по-другому немножко посмотреть, более гибко подойти. А с другой стороны, есть голоса, которые говорят, что тема транспортных коридоров через Литву в Калининград очень выгодна, как ни странно, российской стороне, потому что в Калининградской области выборы осенью, губернатора выбирают, и в Рио или нынешний губернатор, который хочет переизбраться, он как раз вот эту тему использует как одну из таких торпедных для своей избирательной кампании. То есть вот кто тут прав, кто виноват? Мы на этой неделе пытались разобраться, мы задавали вопросы разным экспертам. Давай для начала Михаила Николаевича спросим его мнение. То есть вот что происходит вокруг Литвы, вокруг этих транспортных коридоров, кто там прав, кто виноват? Это действительно там Штаты и Британия подначивают Литву, используют ее как свою марионетку? Или они действительно по закону, по этим европейским всяким нормативным актам обязаны приостановить транзит? И похожая ситуация тоже у нас на Шпицбергене возникла, где мы на нашей базе тоже не можем грузы провести. Что это такое происходит, Михаил Николаевич? Вообще надо сказать, что Польша, наследники Речи Посполитой, да, у них такая многовековая, да, к русским, да, и к московской власти, да, она с молоком матери у них впитывается, да. К сожалению, и нынешний союзник батька Лукашенко тоже любит заигрывать с этой темой такого литвинства, да, недавно сделав заявление о том, что Великое княжество Литовское это было первое государство от белорусов. Ее выводит не от Киевской Руси, да, а от какого-то отдельного своего литовского такого очага. Это так, просто исторический момент, но его сбрасывать со счетов нельзя, потому что, скажем так, такая недружественная позиция, готовность, используя такое выражение непарламентское, подгадить в любой момент, она очень свойственна прибалтийским маленьким, как вы сказали, но гордым государствам, которые все свое историческое существование были под немцами, да, которые уничтожали их национальную культуру, идентичность, и при этом к немцам по-прежнему там отношение такое, как к своим господам, почтительное очень, а вот к русским, которые к советской власти, да, к советскому периоду достаточно злобные. И вот эти все лесные братья, да, они ведь характерны были для кого там? Это Западная Украина, бандеровцы, да, и вот эти все литовские, там, эстонские, политические формирования, которые достаточно долгие годы, уже после победы в Великой Отечественной войне, все равно там составляли такой как бы вот отношение к России как к чему-то чужеродному.
Поэтому сейчас, когда за спиной этой маленькой моськи в виде Литвы находится огромный слон, такой мамонт, да, в виде НАТО, они могут гавкать, изображать из себя, значит, вот такой какой-то форпост Запада, и как по вот этим заявлениям, о которых вы сказали, даже пытаться быть более радикальными в своей санкционной такой политике в отношении России, чем собственно, само ЕС. При том, что я сказал, я считаю, что военного способа решения проблемы путем там введения каких-то войск, которые обеспечат там какой-то коридор, не существует. Это приведет к очень жесткой эскалации со странами НАТО, потому что это будет принято как отношение страны НАТО, и в соответствии с всеми там необходимыми процедурами НАТО уже будет в эту ситуацию полноценно вмешиваться. Да? Дав в свое время эту ситуацию, дав возможности прибалтийским странам вступить в НАТО. Это было большой ошибкой. Кстати, хочу сказать, что я читал статистику количества стран, вступивших в НАТО при Ельцине и при Путине. Так вот, при Владимире Владимировиче стран в НАТО вступило больше, намного больше, чем при Ельцине. Ну, тут правил не так долго, да, но нужно сказать, что нынешний политический режим, который сейчас в Кремле возмущается, значит, вот действиями НАТО, долгие годы не препятствовал вхождению новых членов в НАТО. И, конечно, звучат очень смешно заявления, которые сейчас звучали от Кремля о том, что Кремль не обеспокоен вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, а вот если в этих странах будут размещаться какие-то там системы вооружения, вот тогда, значит, последует какой-то зеркальный ответ. Я вообще вот этого не понимаю. Ну как это вы можете быть обеспокоены? Вы зачем вот это все говорите? Только для того, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре? Сначала рассказывать о том, что, значит, необходимо демилитаризировать Украину, чтобы мы не получили у себя с юга там огромную границу с НАТО, а тут мы получаем не менее огромную границу, значит, со скандинавскими странами, при этом действительно это сегодня уже звучало буквально на расстоянии там сотен, 100-200 километров от Санкт-Петербурга. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это нас беспокоит. Если наше руководство это не беспокоит, то ну как-то вызывает вопросы уже их адекватность. Какие могут быть меры? Ну, наверное, до конца была разыграна вот какая-то карта Эрдогана. У меня была надежда, что турки все-таки заблокируют вступление НАТО, в НАТО Швеции и Финляндии. Возможно, это связано с тем, что Россия продолжает сохранять, ну, желает сохранить свои позиции в Сирии, где мы с турками объективно находимся в определенном таком соперничестве, скажем так, да. И в этом плане, наверное, ну, может быть, можно было бы в Сирии где-то об одном договориться с турками, чтобы они здесь заблокировали вступление в НАТО. Но в любом случае вот эти события, связанные с расширением НАТО, я вижу большим провалом нашего МИДа, Министерства иностранных дел, которые просто превратились ну, в некую структуру, которая отстает от событий. Вообще, по правде говоря, вот, все действия нашей власти – это просто постоянное отставание от событий. Не работа на опережение, а отставание от событий. То есть Майдан на Украине, запоздалая какая-то реакция, значит, на эти события, признание Порошенко легитимности, да, президента, абсурд какой-то, да, затем заморозка конфликта на Донбассе путем того, что мы вроде как бы и поддерживаем, и не поддерживаем,
Минск-1, Минск-2, да, рассуждения о том, что мы считаем Донбасс частью Украины, но вот нужно только, значит, там в Конституцию внести какие-то изменения и так далее, да, потом события 24 февраля, то есть, ну, не видно здесь никакой последовательности, да, в какой-то четкой логике, которая была бы понятна, поэтому вызывает у людей, ну, недоверие, можно сказать, да, ситуация, и я читаю, что и многие граждане на освобожденных территориях не торопятся присягать России, потому что боятся, и, возможно, вполне обоснованно, что Россия оттуда уйдет, а их потом будут сажать в тюрьмы, как пособников, значит, России. Что касается вашего мнения в отношении того, что с блокадой Калининграда каким-то образом сработать на рейтинг там избирающегося губернатора, ну, на мой взгляд, это совершенно ему не нужно, да, будучи прямым ставленником Путина, там никаких проблем у него для того, чтобы переизбраться на новый срок, нет. Конечно, не мы создали эту проблему. Проблема анклавности этой территории, она в принципе, ну, на мой взгляд, связана с ошибочными действиями советского руководства в поствоенный период по, значит, расчленению Пруссии. То есть нам досталась часть Пруссии в районе Калининграда, а большую часть Советский Союз подарил Польше, да, и Польша получила свое, ну, выход к морю, там, да, все вот эти города бывшей Пруссии с развитой промышленностью, полезными ископаемыми. Сказала ли нам Польша за это спасибо? Конечно, и никогда не скажет. Поэтому, ну, может быть, если бы всю Пруссию мы тогда оставили в качестве определенной такой репарации за ущерб, который фашистская Германия нанесла Советскому Союзу, сейчас бы, может быть, проблема была бы несколько иной. То же самое, не смотрели на эти административные границы, ну, может быть, был смысл каким-то образом нарисовать их иначе, чтобы часть российской территории, я имею в виду РСФСР, не оказалась анклавной. Сейчас, на мой взгляд, несмотря на все трудности, у России имеется возможность снабжения и морем, и авиационным на том уровне, чтобы там не возникло, ну, там, элементарных какой-то проблем, связанных с голодом или еще чем-то. Поэтому большой проблемы здесь не вижу. Однако в целом пересматривать свои позиции по ряду ранее заключенных международных договоров я считаю необходимым. И в качестве такого примера приведем ситуацию со Шпицбергеном. В 2010 году Государственная Дума ратифицировала кабальный такой, абсолютно не в интересах России, договор о разделе, значит, Баренцевого моря, при котором уступила Королевству Норвегии 175 тысяч квадратных километров вместе с богатым углеводородом и шельфом. И с российской стороны подписывал договор президент Медведев, который сейчас такой Z-патриот высшей пробы. А со стороны Королевства Норвегии подписывал премьер-министр Йенс Столтенберг, то есть нынешний, значит, нынешний глава НАТО. И вот с учетом того, что Норвегия нарушает сейчас фактически договор еще 1920 года, по которому Россия вправе создавать поселения, значит, заниматься освоением я считаю, что необходимо поставить вопрос адаптации этого договора, который Государственная Дума в 2010 году заключила. Я, по крайней мере, такое предложение обязательно буду вносить, потому что, когда в Государственную Думу внесли этот договор, только фракция КПРФ проголосовала против. Да? Я читал стенограмму дебатов, которые тогда состоялись. Нам объясняли необходимость подписания этого договора с передачей Норвегии
территорий, необходимостью нормализации добрососедских отношений и ради вот как бы сотрудничества и так далее. Сейчас мы видим цену вот этой уже норвежской благодарности России. Поэтому, на мой взгляд, надо проводить более жесткую позицию. И если дух и принцип международных каких-то соглашений нарушаются сейчас стороной Запада или Востока, как видим в Японии, то необходимо принимать решение по возвращению суверенитета России. Поэтому правильным было решение президента по поводу Сахалин-2 месторождения. Чуть раньше именно в этом направлении говорил спикер Государственной Думы Владимир Викторович Володин. И, на мой взгляд, сейчас вот настроения, которые в парламенте существуют, они характеризуются тем, что объективно парламент принимает на вооружение, пусть и не называя это, такую как бы советскую идеологию и подходы, многие годы говорит. И в отношении взаимодействия с международными так называемыми организациями, в образовательной сфере, там, выход из Болонской системы, да, укрепление суверенитета путем именно выхода из международных организаций, ВОЗ, ВТО, то есть и так далее. И более жесткая позиция именно межгосударственных отношений. Поэтому взаимоотношения должны быть, то есть ответные действия, которые предпринимает Российская Федерация, должна в отношении недружественных действий натовских стран или стран Запада или Востока, таких как Норвегия, Литва, Япония, на мой взгляд, должны носить исключительно мирный характер. Нельзя допустить перехода конфронтации на уровень прямого столкновения со странами НАТО. Мир надо все-таки беречь. Но ответные действия должны быть именно в сфере экономики, может быть, там какой-то транспортной логистики, еще чего-то, да, то есть, чтобы странам НАТО было и Литве, и Норвегии, да, просто объективно невыгодно в отношении России предпринимать недружественные шаги. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Ну, мы по теме Калининграда спрашивали еще двоих экспертов, что это такое, что это больше экономика либо война и какой расклад. Александр, мог бы представить наших спикеров? Что они там рассказали, может быть, в двух словах, чтобы подвести Мы к теме. спросили у Валентина Юрьевича Катасонова, это первое интервью. Валентин Юрьевич, он, в общем, для меня это было очевидно, он сказал, конечно, это не экономика, конечно же, все-таки это военно-политическая ситуация, и, безусловно, здесь так нас прощупывают. Это идет прощупывание России на предмет того, насколько она, скажем так, сможет реагировать адекватно, насколько она сможет реагировать жестко по отношению к таким вещам. И второе интервью, по-моему, было у нас у Петр Петровский. Петр Петровский, я забыл фамилию, прошу прощения, да. Петр Петровский, наш, собственно, спикер из Белоруссии, очень хорошо обрисовал картину, прям все расклады, почему, кто, как, с фамилиями, что там происходит. И такой, наверное, самый такой объемный такой ролик. Он аналитик. Да, аналитика такая, прям очень серьезная аналитика, где в общем и целом понятно, что происходит там у нас с Литвой. Ну что, можно посмотреть тогда эти два ролика, да, и потом давайте мы начнем с Катасонова. Да, смотрим. Вот то, что Литва заблокировала сейчас санкционные грузы, как вы, как экономист, как вы считаете, все-таки это экономика, то есть это для Литвы выгодно экономически, или же это какая-то военно-политическая ситуация, то есть это, видимо, кто-то там им спустил сверху какую-то указивку, чтобы это сделать? Литва, она вообще все решения последние, да и не только последние, они с точки зрения экономических интересов Литвы, они рациональны. Понятно, что есть политика, есть власть, причем эта власть не внутри страны, а это мировая власть, которая рассматривает Литву просто как свою пешку. Недаром эти государства называли лиматрофы, да, то есть это вот
действительно такие маргинальные государства. Так это, как и в России, на самом деле, абсолютно одинаковая модель. Отбираются люди, которые, значит, с космополитическим мышлением, люди, которые очень охочи до денег, вот, люди, которые, значит, безразличны к той стране, где они родились, а иногда даже ненавидящие страну, где они родились и жили. Вот, это очень такой тонкий отбор, это тема отдельного разговора. Вот, у нас так отбирались многие чиновники, у нас так отбирались олигархи. Вот, ну, самое-то интересное, что все это чиновники на час и олигархи на час. Они сделали свое дело, а после этого с ними особенно не церемониться. Но, к сожалению, вот те чиновники и олигархи, которые были назначены в 90-е годы, они были не шибко грамотными людьми, не шибко нравственными, не шибко патриотичными. Ну вот сейчас они начинают как бы пожинать некоторые плоды. Знаете, это интересная тема, она выходит далеко за рамки России и так далее. Был период, когда началось массовое падение банкиров из окон небоскребов. Был такой, вот, можно сказать, звездопад, снегопад, не знаю, как это назвать. И это была какая-то загадка. Никакой загадки нету. Дело в том, что успешный, скажем, банкир, я видел таких в кавычках успешных банкиров, это биоробот. Это биоробот, который исполняет четко все указания, которые идут сверху от хозяев денег. Вот. И этот биоробот, он даже не включает никогда свое сознание, и у него даже некоторые рефлексы, которые у обычного человека нормально работают, они у него как бы отключаются. Ну, например, рефлекс самосохранения. Поэтому моя такая версия, что банкир выпадает потому, что им дается команда «подойди к окну и прыгай». Он не думает, он подходит к окну и прыгает. Понимаете? Вот, вот так устроены нынешние, в кавычках, благополучные олигархи, банкиры и так далее. Понятно. Видимо, так устроены в том числе, наверное, и элиты бывших советских республик, я так думаю. Наверное. Да. Наверное. Это не Прибалтика эскалирует, потому что Прибалтика здесь не субъект. Она ничего не решает. Здесь субъектом является Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Я напомню, что Литовская республика и ее руководство настолько стали инструментом и пешкой, что готовы во имя уничтожения своей экономики, в том числе разорвать дипломатические отношения, к примеру, с Китайской Народной Республикой, отказаться от транзита белорусского, который формировал до 80% прибыли Литовской железной дороги. Сегодня Клайпедский порт полностью стоит. Железные дороги в убытке. В Литве галопирующая инфляция, когда там за 20% инфляция, самая высокая инфляция в Европейском Союзе, это только официально. Люди просто не могут себе на жизнь деньги каким-то образом заработать. И в этой ситуации ничего лучшего Науседа не придумал, как просто-напросто взять и заблокировать транзит в Калининград, за который они же получают деньги. Давайте посмотрим, кто такой господин Гитанас Науседа, его любопытную биографию. А он бывший менеджер такой структуры, как Светбанк. Светбанк или Шведский банк, если его перевести, это очень любопытная финансовая структура. По названию кажется, что это шведский банк. На самом-то деле большинство активов принадлежат Соединенным Штатам Америки, а именно Пенсионному фонду США. И когда Науседу выдвигали в президенты, там было задействованы различные лоббистские группы, внешние и внутренние. К слову, например, Клайпедская группа экономическая в Литве вообще думала, что при помощи Науседы они как бы собьют русофобские настроения. Оказалось все наоборот, потому что, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.
Вот. А Науседа оказался не просто сумасшедшим литовским, частью сумасшедшего литовского истеблишмента, он оказался местным гауляйтером, которого просто назначили при помощи электоральной кампании извне американцев. И результат мы видим какой. То есть Литва становится объектом по разжиганию конфликта на территории Восточной Европы. Кому это выгодно? Прежде всего, это выгодно Великобритании. Почему? Мы не должны забывать, что Великобритания на сегодняшний день только уходит из Европейского Союза. И Brexit, он не был оформлен в договоренности. То есть договоренности, они происходят степ-бай-степ по мере выхода Великобритании с тех либо иных интеграционных проектов. И в этом отношении британцам выгодно подорвать суверенитет Европейского Союза. Каким образом? Ну, конечно же, это разорвать отношения, что Брюссель разорвал отношения с Москвой. Но если так не получается, давайте технически разорвем эти отношения при помощи ликвидирования транзита в Восточной Европе путем разжигания военных каких-то действий. Разжигаем военные действия, транзитные логистические пути разрываются, все обвиняют Россию, британцы хлопают им, британцам вообще замечательно. Второй момент, последняя новость, да, британцы уже объявили Европейскому Союзу, что ЕС, Брюссель, надо ожидать европейцам, что британцы резко понизят поставки газа, казалось бы, в Европейский Союз. Да? Какая солидарность? Там вот бороться с русским медведем, да, казалось бы, там ищите альтернативные там, источники газа, британцы вам дадут газ. Нет. Британцы топят Европейский Союз. Британцы делают все, чтобы Европейский Союз стал таким аппендиксом коллективного Запада, чтобы там Урсула фон дер Ляйен, там еще кто-нибудь, там эти евробюрократы, чтобы они просто были исполнителями приказов из Вашингтона и Лондона, англосаксов. Литва в этом отношении как и разменная монета, так и провокатор, работающий на англосаксов. Здесь возникает вопрос, что делать нам? Мы видим, что и Польша уже там некоторые, правда, отставные, но все-таки генералы заявляли, что Калининградская область – это исконно польская территория. Да? В 2020 году в польском сообществе экспертном возникал вопрос, что делать с Белоруссией, и предлагалось как раз превратить Беларусь в марионеточное государство. Для чего? Для того, чтобы не допустить пресловутый Сувалкский коридор, который воспринимается НАТО как угроза. И вот эскалация вот этих вещей, она и является провокацией для того, чтобы, и это понятно, логично, чтобы Беларусь и Россия задействовали свое геостратегическое положение и отрезали вот эту недружелюбную Прибалтику от остального НАТО. Потому что если, я напомню, если Литва не будет выполнять свои обязательства, то получается, что те обязательства, которые взяла на себя Россия, согласившись на вступление Прибалтики в ЕС и НАТО, тоже ликвидируют. То есть Россия имеет право поставить под вопрос сегодняшний геополитический статус Прибалтики, повторить 40-й год. Мы не должны забывать, что Прибалтика находится в определенной энергетической зависимости, потому что она входит вместе с Россией и Беларусью в так называемое северо-западное Прибалтийское энергетическое кольцо. И здесь даже силовых методов, там, подключения ОДКБ, вооруженных сил не надо, чтобы показать литовцам, литовскому руководству, кто должен и как выполнять свои обязательства. Просто отключить Литву от БРЭЛ. Я не думаю, что граждане Литовской Республики будут аплодировать Науседе, когда у них не будет электричества. То есть механизмы на сегодняшний день присутствуют даже вневоенные, но если вот уже тогда, после отключения от БРЭЛ, литовское руководство
будет продолжать провокации, тогда, конечно, придется проводить специальную операцию по восстановлению транзитных коридоров на территории Прибалтики. Это нельзя отбрасывать. Но до этого должно, чтобы дойти до этого, на территории Беларуси будет размещено ядерное оружие. И тогда, я думаю, будет прецедент, когда страны НАТО не посмеют ради Литвы выполнять какие-то ядерные удары по нам. Почему? Потому что мне кажется, что это будет принуждение к транзиту, условно. Это не будет ликвидация литовской государства, это будет принуждение литовского руководства к выполнению своих обязательств по транзиту. И если будет такая специальная операция, то она будет как раз и заключена в том, чтобы взять под контроль какие-либо пути сообщения. Мы помним, как в 30-е годы были переговоры между Сталиным и польским руководством об обеспечении транзита определенного для создания антигитлеровской коалиции, размещении вооруженных сил. Да? В принципе, точно такие же действия будут, только уже не предлагаться литовскому руководству, а будут производиться. Конечно, будут заблокированы те военные натовские базы, это прежде всего Бундесвера, потому что на территории Литвы находится Бундесвер, и взят под контроль основные объекты Литвы. То есть Литва сегодня напрашивается на то, чтобы с ней повторили как минимум 91 год. Мы помним, что тогда в результате незаконного выхода из состава СССР были взяты под контроль в Литве все стратегические объекты, и Союз ничего не решал. Литва, как бы Союз объявила своей независимости, но Союз Союзом, а Литва была сама по себе. Если Науседу этот вариант устраивает, ну, пожалуйста, только зачем про это так горлопанить? Я бы на месте Науседы просто в Евразийский Союз вошел бы и еще бы выпросил бы каких-то бонусов. Но Науседа решил, что можно заложники поставить обыкновенных литовцев, которым не позавидуешь. Он отключился. Вот такая глубокая достаточно аналитика по теме. Интересные взгляды. Для меня во многом такие неожиданные. Но все-таки Беларусь – это сосед Литвы. Это одно было государство, исторически Речь Посполита. Поэтому я думаю, что Петр Сергеевич у нас вещает, глубоко зная предмет, о чем говорит. Вот. Ну, я предлагаю подвести итог сегодняшнего обсуждения. Мы начали с горячих новостей, с Белгорода, с того, что все-таки вот чуть-чуть, но все-таки другой стала страна сегодня. Проснулись мы все-таки в другой России. Чуть-чуть, но в другой. К чему это приведет дальше, конечно, покажет время. Но хотели мы подумать на этой неделе о том, каким будет противостояние вокруг Калининграда, будет ли оно, будет ли там горячая фаза противостояния с НАТО или не будет, или это останется все разговорами и вообще это все предвыборная кампания в Калининграде. Вот как-то вот об этом хотели подумать, но жизнь расставила свои приоритеты все-таки. И окончательного видения правоты какой-то я вот не вижу. Не вижу, потому что, во-первых, ощущается большой вакуум достоверной информации. То, что я видел сегодня, что между фактами вот этих падений ракет и новостями проходит много времени, и новости не появляются, есть вакуум, люди сами горизонтально распространяют информацию, ну, это порождает вообще очень много кривотолков всегда. Это порождает очень много других разговоров. И надо сказать просто, что вот эта тема – это верхушка айсберга, которую мы видим. Так во многих, очень многих темах все точно так же повторяется. Точно так же мы не видим очень многое, видим только меньшую часть. Ну, 1/8 по классике верхушка айсберга. Наверное, 1/8 мы и видим.
Чем дальше закончится, куда завернет это противостояние с НАТО, сложно сказать. Но я думаю, что наращивать будут наши оппоненты риторику, мы будем наращивать риторику. И мы еще не дошли даже до той фазы в дипломатии, вот в дипломатии вот этой агрессивной риторики, когда нужно начать понижать градус. Мы еще будем долго эту риторику наращивать. Если будет хватать сил, мощей на театрах военных действий подтверждать свою риторику какой-то демонстрацией силы. А вот с этим, как показала эта неделя, остров Змеиный, все-таки тоже вопросы есть. Поэтому вот неоднозначная неделя, и она у меня, как у зрителя новостей, вызывает чувство, которое я могу выразить словом смятение. Смятение – это вот то, что могу охарактеризовать состоянием ума моего на этой неделе. Я знаю, что, Антон, когда мы все это обсуждали, сейчас, да, у нас большой достаточно эфир получился, мы сейчас будем закругляться, уважаемые зрители, прошу прощения, что такой большой эфир получился, но тем действительно много, и я словился на мысли о том, что вот мы это все обсуждаем, и мы стали к этому привыкать, и мы, в принципе, уже забываем о том, что все, что происходит, это чудовищно. Просто чудовищно. Вот. Я бы хотел обсуждать то, как мы полетели на Марс, то, как мы построили, там, не знаю, новый какой-нибудь научный центр, то, сколько там молодых ребят, я не знаю, получило там прекрасное образование, когда они стали учеными и двигают нашу науку вперед. Вот это мы не обсуждаем, потому что этого практически нет. И это чудовищно, то, что мы обсуждаем войну на Украине, мы обсуждаем, как, по сути, действительно русские убивают русских, потому что у меня, допустим, украинская фамилия, хотя я, напомню, русский, напомню, украинец, но вообще для меня это вообще не важно абсолютно. И там, на той стороне, тоже люди с русскими фамилиями, которые воюют против нас сейчас. И это все чудовищно, конечно. И это, безусловно, преступление, в том числе историческое преступление, исторический грех, историческая вина, в том числе и нашей власти. Помимо того, что мы вымираем миллион в год, в общем, да, известные цифры, это чудовищно, это колоссально, это больше всякой войны сейчас. Вот, то, что мы умираем, Россия вымирает. Вот, но то, что уже идет война кровопролитная, то, что мы допустили, это конечно, страшно. Да, новости противоречивые. С одной стороны, вот мы вроде бы сейчас освободили сейчас войска наши, и там радуются, празднуют победу. С другой стороны, странно вообще, а почему ДНР, ЛНР? Почему не сделать, зачем делить все это? Зачем и там, и там? Почему? Это ведь, по сути дела, единая Новороссия. Зачем было изначально делить? Это все непонятно. Много вопросов возникает. Опять же, взяли Лисичанск, но оставили остров Змеиный. Взяли Лисичанск, но Белгород бомбят, причем бомбят точками У. Это не просто какой-то артиллерийский снаряд, это точка У. То есть это мощнейшие ракеты, которые, если попадают, допустим, какой-то в центр, там это все, здания нет. Там огромный кратер просто-напросто. Вот. И что-то мне подсказывает то, что эскалация будет нарастать. Что-то мне подсказывает, что нас ждет еще много разных неприятных сюрпризов, и враг не дремлет, и хочется пожелать, прежде всего, нашей власти действительно адекватного представления и себя, и адекватное понимание, насколько враг силен. И вот в этом понимании, насколько он силен, в понимании того, что были серьезные допущенные ошибки, наконец смотреть правде в глаза. Как еще раз говорю, как я приводил цитату Ленина, что посмотреть правду в глаза. Это самое тяжелое, самое сложное, но это именно начало исцеления, начало выздоровления. Вот что я хотел пожелать, собственно, нашей власти, а что пожелать нашим зрителям? Тут тоже спрашивают у нас в чате, хватит уже там болтать, что делать. Это вечный вопрос, сколько я записывал интервью. Все люди спрашивают, что делать, да? Но, дорогие друзья, у нас нет ответов на все вопросы. Мы сами эти ответы ищем и сами проводим некую аналитику и рассказываем и о тех фактах, которые происходят, пытаемся донести до вас некую правду, некую рефлексию, опять же, некий анализ разных экспертов. Что делать? Вы знаете, самое главное, оставайтесь людьми. Не надо озлобляться. Вот когда у нас сейчас на официальном телевидении российском начинается вот эта пропаганда оголтелая, начинается уже орут, что там все нацисты буквально, что вот столько нацистов уничтожили, даже не заглядывая, что там за люди. Может быть, это просто обычные украинцы, которых схватили там по разнарядке, да, и они встали в строй. И вот это вот, и начинается
радость, что вот мы уничтожили такое-то количество. Друзья, вы чему радуетесь-то вообще? Вы понимаете, что вы уничтожаете, мы сами себя уничтожаем сейчас. Чему радоваться? Радоваться нечего, это страшно. Я понимаю, что люди, которые там воюют сейчас, у них своя война. У нашей власти своя странная война. И вот те люди, которые там воюют, они видели, как погибают их товарищи, я могу их понять. И они видели тех мирных жителей, которых уничтожали, в том числе и украинские националисты, нацисты. И я понимаю, за что они воюют. Но нам здесь радоваться того, что мы друг друга убиваем, не нужно. Оставаясь с людьми прежде всего. Хотя бы давайте с этого начинать. Что делать? Второе, еще раз говорю, это активная жизненная позиция. В любом случае, активная жизненная позиция по всем вопросам. Это с нашего молчаливого согласия принимались пенсионные реформы. С нашего молчаливого согласия Путин снова переизбрался в 1000-й раз, нарушив все конституционные нормы. Давайте начнем с этого. Давайте начнем с активной жизненной позиции, с объединения. Сейчас, мне кажется, только два фронта внутри России. Если эта война будет тяжело идти дальше, если будет дальше эскалация, то действительно возможно все что угодно. Возможно и внутренние какие-то перевороты. И здесь два фронта на самом деле. Вот, на мой взгляд, фронт либеральный, то есть тех людей, которые призывают нас каяться и за эту войну, и вообще в принципе каются России за то, что она Мордор, которые смотрят на Запад и считают западную цивилизацию, западный образ жизни, западную демократию, капитализм идеалом общества. Вот есть такая группа людей, она достаточно большая в России, она сплоченная, эта группа людей, между прочим. Вы не думаете, что она какая-то такая маленькая, маргинальная? Это не так. Она сплоченная, эта группа. И это группа, которая сейчас находится и во власти в том числе. Это группа, которая находится на телевидении, которая пока молчит и там выжидает случая. Это группа, которая сейчас, допустим, делает тоже наш кинематограф. Наш кинематограф абсолютно либеральный, я это знаю как режиссер. Эта группа сплоченная, обладает большими ресурсами. И другая группа, это группа, на самом деле, национал-патриоты, назовите как угодно. Это и коммунисты, и социалисты, и социал-демократы. Это те люди, которые не считают, что Россия это какая-то некая вторичная страна, и что России нужно каяться, что у России есть своя великая история, что у России есть свой путь. И вот борьба будет идти между этими двумя группами, не между там марксистами, не между там капиталистами, нет, вот между этими двумя группами. Вот это самое главное. И мы должны быть готовы к этому моменту, когда эта борьба начнется здесь. Эта война – это триггер, это спусковой крючок. И она действительно открывает очень много возможностей, в том числе для нас, но и много опасностей. Вот, собственно, все, что я хотел, наверное, Антон, сказать сейчас. Маленькую ремарку хочу внести. Мне тоже один комментарий запомнился. Касаясь всех обсуждений, которые у нас сегодня были, одна зрительница написала, что, ребята, а ведь мы имеем ту власть, которую мы заслуживаем. И это действительно правда. И вот я там анекдот перефразировал, рассказал. Хочется пожелать нашим зрителям, всем нам, чтобы у нас были и умные, и порядочные чиновники одновременно. Это то, что очень нужно нам сейчас для того, чтобы победить в этом противостоянии, победить именно будучи людьми и оставаясь людьми, для того, чтобы национальные патриотические интересы все-таки победили, интересы народа победили. На этом хочу пожелать вам всем хорошей недели. Подписывайтесь, ставьте лайки, отправляйте ссылку на этот эфир своим друзьям, родственникам, коллегам, всем, кому считаете, что эта тема важна для того, чтобы развиваться, расти дальше, расти нам как государству, как обществу. До следующей недели. Увидимся с вами. Всего хорошего. До свидания. До свидания.